Мы восстанавливаем комплексно этот микрорайон, который сгорел в селе Бескюль. Если вы обратите внимание, найдете те кадры, которые вот еще месяц назад гуляли в СМИ, можно сравнить, что было и что происходит. Да, здесь было полностью выжженное поле, только остовый труп, остатки металлических изделий, техники. И все это было на протяжении вот по всем 26 гектарам вот этой территории. И сегодня, спустя месяц, вы можете видеть, улично-дорожную сеть приводим в порядок. Вот сейчас ведется работа, и она должна соответствовать общему новому формату поселка. Сегодня строится 34 жилых дома. Хочу обратить ваше внимание, что фундаментные работы закончены, сваи забурены, оголовники наварены. Сегодня на 29 домах уже завершается работа по нулевому циклу, окладные венцы. И на 20 домах ведется монтаж панелей. На 7 домах уже в стадии монтажа кровли. То есть работы все ведутся параллельно. За это время выполнили ремонт электросетей, выставлены новые опоры, 33 опоры по поселку, по улицам, выставлены сип-кабеля, выставлены светильники, уже все работает, подключено. И сегодня завершается протяжка, установка столбов и протяжка кабелей на животноводческий комплекс ИП Петров. Кроме того, как и было предусмотрено планом восстановления поселка, параллельно ведется работа, и она вот сегодня близка к завершению. Кстати, мы вот находимся на объекте, который один из последних завершается. Это восстановление животноводческих помещений для тех жителей, кто занимался разведением и занимается разведением скота. Это 7 таких у нас будет помещений, включая большой животноводческий комплекс на 100 голов. Эта работа тоже завершается. Маленькие хатоны уже достроены практически. Вот на следующей неделе мы завершим последний хатон. И животноводческий комплекс — это большой объект, повторяю, очень сложный объект. Он будет завершен строительством 15-20 октября. По линии Минсельхоза проводится работа, и все владельцы животных получат компенсацию в виде животных, которые у них ранее находились. То есть по головам будет предоставлена такая компенсация. Будет предоставлена компенсация по кормам, сену, фуражным кормам. Техника компенсируется. Та техника, которая у наших жителей была оформлена надлежащим образом, была на нее документация. Сегодня эта техника тоже восстанавливается. Мы можем с вами видеть уже ее здесь в натуре, трактор посмотреть, который заводится с первого же оборота. То есть все работает, идет процесс восстановления, реновации, можно сказать. Вот это слово такое не всем понятное, но это действительно уже будет совсем другой район поселка. Возводятся дома, уже полностью благоустроены. Вот на это тоже надо обратить внимание. Это мы постарались сразу же заложить. Это было решение главы республики, что, коль скоро строим новые дома для жителей, они сразу должны быть благоустроены. То есть они снабжены санузлом, котельное оборудование, туалет, ванна. И, конечно же, внутренняя отделка, это тоже все входит в формирование, сказать, объекта, дома как такового. Та сеть газоснабжения, которая была здесь внутриуличная, она проревизирована нашими коллегами из Саха Транснефтегаза. Эти работы завершены, она полностью восстановлена, сеть. В каждый двор заведены стояки для подключения. За исключением тем, у нас осталось 5 дворов, где будут меняться стояки подключения в связи с тем, что пятно застройки домов меняется. То есть эта работа тоже практически завершена.